Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, находящегося в Таджикистане для участия в форуме Центральная Азия, Республика Корея. В ходе беседы стороны обсудили итоги 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде, Туркменистан. В начале встречи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул важность организации встречи на высшем уровне глав государств-членов Организации экономического сотрудничества и еще раз выразил благодарность туркменской стороне за искренние приемы, теплое гостеприимство. В ходе обсуждения вопросов двусторонних отношений, дружбы и сотрудничества подчеркнута необходимость последовательной реализации ранее достигнутых договоренностей и всесторонней подготовки к официальному ответному визиту президента Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова, в Таджикистан. В ходе встречи обсуждено текущее состояние сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций, а также важные вопросы международной и региональной повестки дня. Сегодня под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание правительства Республики Таджикистан. 30 ноября под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание правительства Республики Таджикистан. В работе заседания вначале был заслужен отчет министра сельского хозяйства Республики Таджикистан Сулаймона Зиозода о ходе выполнения постановления правительства Республики Таджикистан о плане мероприятий по улучшению инвестиционного климата в сельскохозяйственной отрасли и развитию сельскохозяйственной торговли Республики Таджикистан на 2019-2021 годы. Было подчеркнуто, что с целью усиления развития сферы сельского хозяйства, поддержки предпринимательства и большего привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс республики, по инициативе лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, правительством страны предоставлен ряд тарифных и налоговых льгот. На основе налогового и таможенного кодексов и закона Республики Таджикистан о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2021 год для аграрного сектора предусмотрено 14 фискальных льгот, что составляет более 13% от общего количества государственных льгот. В результате предусмотренных мер приток общих иностранных инвестиций в сферу увеличился в 2020 году, что на 16,9 миллионов долларов США больше, чем в 2019 году. В 2020 году приток прямых инвестиций в сферу зерноводства, овощеводства, садоводства составил 11,3 миллиона долларов США, а в сферу птицеводства – 285 тысяч долларов США. Наряду с этим в течение 2019-2021 годов 74,5 миллиона сомони на развитие сферы сельского хозяйства в рамках отраслевых программ из государственного бюджета выделено 74,5 миллиона сомони и за счет зарубежных государственных инвестиционных проектов 66,7 миллиона долларов США. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил Министерству сельского хозяйства, министерствам и ведомствам и профильным организациям принять конкретные меры для полноценной и эффективной реализации плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в сельскохозяйственной отрасли и развитию сельскохозяйственной торговли Республики Таджикистан и предоставить отчет правительству страны о результатах проведенных работ. Затем в работе заседания правительства страны были обсуждены проекты ряда законов, в том числе проект Конституционного закона Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан, проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений в закон Республики Таджикистан об органах юстиции Республики Таджикистан, проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о праздничных днях, проект закона Республики Таджикистан о внесении изменения в Процессуальный кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан и о представлении заключения правительства Республики Таджикистан проекту закона Республики Таджикистан о международной гуманитарной помощи были направлены на рассмотрение в Маджлисе Намондагон, Маджлисе Оли Республики Таджикистан. На заседании правительства страны также предметом обсуждения стали вопросы о программе развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан на 2022-2027 годы, о программе развития футбола в Республике Таджикистан на 2022-2026 годы, о комиссии по экспортному контролю Республики Таджикистан и о порядке государственного контроля в области питьевого водоснабжения
и водоотведения, а также о порядке государственного регулирования формирования сырьевых запасов и обеспечения перерабатывающих предприятий сельскохозяйственной продукции, и были заслушаны отчеты ответственных лиц. В завершение работы заседания правительства республики президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные поручения руководству исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов, государственных организаций и учреждений для выполнения задач, поставленных на очередном заседании предыдущих указаний, данных главой государства в ходе его рабочих поездок в города и районы страны, качественного выполнения плана доходов государственного бюджета, обеспечения плана работ по благоустройству, расширение осеннего сева, проведение на высоком организационном уровне осенне-зимнего периода 2021-2022 годов, обеспечение населения электричеством и теплом, сбора и хранения в достаточном количестве продуктов питания и расширение созидательных работ. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Рахмон, подписал закон Республики Таджикистан о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2022 год. В государственном бюджете приоритет отдан социальным сферам, на которые приходится почти половина государственного бюджета. Такое преимущество, направленное на социальные сферы, берет истоки из социальной сущности политики президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и направлен на всестороннюю социальную защиту населения страны и улучшение жизни. Текст закона Республики Таджикистан о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2022 год будет опубликован в печати. Сегодня премьер-министр Республики Таджикистан Кой Расулзода встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Аверчуком. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Россией. Было подчеркнуто, что Российская Федерация является одним из основных партнеров Республики Таджикистан и в рамках дальновидной политики лидера нации, президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Путина, ежегодно с реализацией двусторонних программ и стратегий развивается сотрудничество по ключевым направлениям. На встрече приоритетными направлениями были признаны расширение сотрудничества в ключевых сферах, включая энергетику, промышленность, транспорт, образование и науку, цифровую экономику, банковское дело, таможню, сельское хозяйство, внешнюю торговлю, привлечение российского капитала в экономику Таджикистана. Сегодня прошел 14-й форум сотрудничества с участием министров иностранных дел стран Центральной Азии и Республики Корея. Основная цель их проведения – обсуждения дальнейшего торгового и инвестиционного сотрудничества деловых кругов по приоритетным направлениям с участием представителей частного сектора. Сегодня в Душанбе состоялся 14-й форум сотрудничества между Центральной Азией и Республикой Корея с участием министров иностранных дел и глав делегаций Центральной Азии и Республики Корея. В форуме приняли участие министры иностранных дел Республики Таджикистан, Кыргызстана, Республики Корея, заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана, Узбекистана и заместитель министра иностранных дел Казахстана. В ходе форума главы делегации обсудили вопросы дальнейшего плодотворного сотрудничества между странами Центральной Азии и Республикой Корея, а также региональные и глобальные процессы. Участники также одобрили кандидатуру нового директора секретариата и приняли рабочий план секретариата форума на 2022 год. По итогам было принято совместное заявление министров иностранных дел стран-участниц форума. Напомним, что 29 ноября под председательством Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан состоялся первый бизнес-форум Центральной Азии и Республики Корея при виртуальном участии руководителей торгово-промышленных палат и деловых кругов стран-участниц. Встреча была организована в рамках председательства Республики Таджикистан на 14-м форуме сотрудничества между Центральной Азией и Республикой Корея. Участники представили возможности для межрегионального сотрудничества и обменялись мнениями по укреплению инвестиционных связей и реализации совместных проектов по приоритетным направлениям, используя огромный потенциал. Результат первого форума будет способствовать деятельности Совета предпринимателей торгово-промышленных палат стран-участниц договора о сотрудничестве от 29 июня 2020 года. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Мы не прощаемся с вами, мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами, приятных вам новостей и до встречи.